Сегодня мы находимся в пабе «Лондон». Я напоминаю, что это единственное кафе в стиле паб. В прошлый раз нам здесь очень понравилось, и поэтому я решил, что мы должны вновь посетить это место. Да, действительно, это интересное заведение с изысканной атмосферой и отличной кухней. Остинский театр наконец-то открывает свои двери. 3 декабря там пройдет спектакль «Колесо жизни», и пройдет оно, между прочим, на русском языке, поэтому даже те, кто не говорит по-остински, смогут посетить это мероприятие. Ну а русский театр продолжает радовать своими спектаклями. 28 ноября пройдет спектакль «Как боги», а 4 декабря спектакль «За закрытыми дверями». Помнишь комедию «Несносные боссы»? Так вот, в кинотеатрах нашего города на этой неделе будет продолжение этой киноистории «Несносные боссы 2». Здравствуй, Ник. Ты спас мне жизнь. А ты трахнул мою жену. Она просто отца... Не перебивай. Простите, что вам от меня надо? Передай ей от меня привет. Не будьте лохами. Точняк. Да, неловко вышло. Это была замедленная крутая походка. А ты чего? Нет, хорош, поехали. Дебильная была мысль. Несносные боссы 2. Артем, ты же любишь фотографии? Ты знаешь, что в музее Туганова сейчас проходит выставка, фотовыставка? Посмотри, у тебя есть еще время, потому что она проходит до 14 декабря. В комеди-баре «Подвал» 29 ноября будет приглашенный гость Идрак Мирзализаде и также наши местные стендаперы. Отличная новость для ценителей искусства. Ты знаешь, что у нашего земляка Анатолия Дзываева, заслуженного деятеля искусств России, между прочим, в субботу 28 ноября пройдет бенефис. В клубе 49 в субботу бывший диджей-немец станет диджей Рома Бергер. И теперь это новая музыка, новый драйв, новый заряд. В клубе 49 в субботу пройдет презентация. Ну а в пятницу пройдет уже регулярная вечеринка «Девишник». Всем девочкам вход бесплатный. А в Национальном музее проходит выставка страницы истории Северного Кавказа. Там разнообразное военное снаряжение, открытки, письма. Все предметы, которые могут поближе познакомить с историей нашего народа. Сегодня в гостях у видеоафиши вокалист театра оперы и балета, мастер реконструкции старинных музыкальных инструментов Тимур Илаев. Тимур, здравствуй. Здравствуйте, Тоня, Артем. Привет, Тимур, и такой первый вопрос. Ты являешься автором точной копии утерянного фандыра, и прежде чем сыграть на своем инструменте, ты прошел очень долгий путь. Расскажи, как ты заинтересовался этим хобби, вырезанием античных инструментов? Начнем с того, что это все началось, все увлечение со знакомства с замечательным человеком, которого, к сожалению, не стало. Это Сослан Маврау. Я познакомился благодаря другу Таймуразу Берёшта. Он пришел в его мастерскую, и просто мне было интересно вообще работать с деревом, как это так. Ну, всегда тянуло к этому. Но увидел, что Сослан еще и занимается музыкальными инструментами, что мне, конечно же, близко. Я вокалист, и, конечно же, музыкальные инструменты тоже мне не чужды. Ну, так и начал обучаться у него, ремеслу этому. Стало получаться, потом уже начал этим серьезно заниматься, уже дома. Ну, поначалу были Кришнфандерта, это смычковый инструмент остинский, старинный. А вот в последнее время уже перешел на арфы. Тимур, расскажи, пожалуйста, а сколько времени уходит на подготовку одного такого творения? Ну, именно этот инструмент, он делался долго, потому что по фотографии делать трудно очень. 3 фотографии всего лишь, 2 ракурса. Ну, на третьей очень плохо все видно. Да и на всех все очень плохо видно, но как я увеличивал фотографию на планшете и потихоньку стараюсь каждую линию
сделать так же, как она есть. Потому что смысл точной копии в том, чтобы передать каждую линию. Ты никогда не задумывался о том, чтобы продавать инструменты, которые ты сделал сам? Уже много кто хочет иметь эту арфу у себя в коллекции. Ну, есть такие планы, потому что для того, чтобы этим заниматься, нужны средства, нужны материалы. И, конечно же, придется и продавать на заказ, готовить тоже. А что необходимо сделать для того, чтобы инструмент звучал именно так, как он должен звучать? Может быть, есть какие-нибудь секреты? Ну, есть определенные тонкости, но это какие-то там секреты Страдивари. Это определенные законы по изготовлению музыкального инструмента, которых надо просто придерживаться, которым обучил Сослан. А так особо больших секретов, если вам кто-то говорит, что он нашел какой-то секрет по изготовлению и по суперзвучанию, то это газетные слова, думаю. А так есть, конечно, нюансы, у каждого мастера есть свои нюансы, какие-то тонкости, естественно. Вот ты делаешь эти инструменты, а игре на них у нас обучают где-нибудь? То есть можно научиться игре на Iron Fanderi? На астинской арфе нет. Это только можно поучиться у ребят из ансамбля Кона, которые прекрасно владеют ими. Тому беру, что взял, он играет практически на всех инструментах. Тимур, расскажи, пожалуйста, откуда у тебя возник интерес к такой музыке? С детства любил петь и участвовал на всех конкурсах, практически и республиканских, и кавказских, и всероссийских. Ну, обычно занимал первые места, и потом предложили поступить в училище искусств на вокальное отделение. Ну, после этого я влюбился в классику, и для меня на первом месте, конечно, классическая музыка. Даже когда занимаюсь инструментами, именно изготовлением, то включаю классическую музыку и слушаю. А когда ты соберешь полную коллекцию музыкальных инструментов, будет ли выставка, где можно будет на них посмотреть? Выставить тоже хочу. Я хочу всю коллекцию сделать именно этнографических, именно как они есть в сохранившихся данных. А когда тебя можно будет увидеть в театре оперы и балета? Расскажи о своих планах. Ну, сейчас у меня пока в планах поехать в Питер, позаниматься с педагогом, поучаствовать в мастер-классах по вокалу, ну и развиваться дальше. Расскажи о своих любимых местах. Где ты любишь отдыхать у нас в республике? Отдыхать я люблю в горах, только в горах, потому что там другая аура, там другие самоощущения. И думаю, человек, он настоящий только в таких местах. А в городе город это место, где все надевают маску. И тут атмосфера такая, что человеку приходится не быть естественным, потому что все искусственно. Расскажи о своей самой любимой книге. Не ту, которую недавно прочитал, а именно самую любимую. Любимая книга. «Герой нашего времени». Почему-то мне он запал в душу, хотя Лермонтов в своих высказываниях был не очень осторожен, но эта книга мне близка. А что, если бы у тебя представилась возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле? Кто бы это был и что бы ты у него спросил? Если бы была такая возможность, я бы встретился только со своим отцом, которого не стало. И сказал бы ему просто, что у него растет замечательная внучка. Тимур, спасибо тебе за интересную беседу. Мы желаем тебе удачи. Успехов во всех твоих начинаниях, будучи с арфой и в опере. Всего самого-самого.